Добрый вечер, уважаемые читатели Коминформа. Сегодня у нас в студии врач-физиолог Спаскоми, спасатель первого класса Александр Князев. Сегодня мы поговорим о безопасности на льду, защите и правильных действиях при обморожении и переохлаждении. Александр Алексеевич, расскажите, как не замерзнуть, если оказался на улице, согреться негде? Например, сломалась машина. Что нужно сказать, что в мороз, конечно, вся машина, которая не работает, она буквально через 3-5 минут в мороз превращает как консервную банку. И находиться в этой машине ничуть не лучше, чем на улице. Практически одно и то же. Единственное, что если имеется... Когда можно находиться в машине, в заглохшей машине? Когда очень сильный ветер. Да, вот тогда другое дело. Есть какой-то, скажем так, плюс то, что сидим в машине. Если нет этого, то, конечно, в машине находиться нежелательно. И как вот согреваться? Нужно сжечь все, что есть. Начиная с запасного колеса. Прямо так рекомендуют, что прямо жизнь дороже всего. Вот, чтобы не получить отморожение. Если нету рядом никаких дров, если мы не можем, у нас нет инструментов для того, чтобы заготовить где-то дрова, то нужно сжечь все, что есть. Именно резину. Потом уже и колеса, которые в машине, это оправдано, скажем так. Это советы такие бывалых. А чтобы такого не случилось, конечно, если человек собирается в дорогу зимой за пределы каких-то таких трасс общих, то, конечно, он должен подготовиться к этому. Понятно, что у него в багажнике должна быть теплая одежда, обувь должна быть соответствующая, это валенки или другая теплая обувь, любая должна быть такая. Вот. И, конечно, должны быть какие-то средства розжига огня. Может даже и растопочку с собой брать с собой. Вот, и поэтому опытные люди, они так и делают. Они даже растопочку, лучиночки нарежут, в багажнике держат, топорик обязательно с собой, зажигалочки, что угодно. Но главное, чтобы были средства для розжига огня. Это, скажем так, как говорят, надейся на лучшее, но готовься к худшему. Вот это тут как раз таки очень оправдано это выражение. Тут не дашь какие-то советы, потому что понятно, что надо дать совет, то, что машина должна быть исправна, это все лишнее. Понятно, что исправно. У нас недавно, буквально еще на днях, был случай, когда молодые люди ехали из Санкт-Петербурга, и у них они уже приехали, уже по территории Коми ехали, это в районе Разгарта, это район Пашги где-то тогда, у них просто отказал генератор, машина заглохла, а на улице мороз. Ночью. Хорошо, федеральная трасса, поэтому там связь есть, они дозвонились до 01 сообщила нам, наши спасатели поехали, помогли завести машину, все, те молодые люди, вроде бы как доехали до Лозума, там у них опять заглохла эта машина, во всяком случае спасатели наши сопроводили их, и все обошлось хорошо. На федеральных трассах, да, действительно, это все немножко проще. Так что... А может быть, мы дадим какие-нибудь советы, касающиеся одежды? То, что касается одежды, в холодную погоду, в мороз особенно, конечно, нужно выбирать одежду легкую, но многослойную. Это тоже такое правило. Почему? Потому что между слоями всегда прослоечки воздуха, а воздух, мы знаем, что является очень хорошим таким термоизолятором. И это оправдано, когда такая многослойная, пусть она не толстая, но многослойная одежда, она оправдана в данном случае. И наружный слой, конечно, должен быть и влагостойкий, ветрозащитный, вот такой слой. И вот это действительно оправдано. И очень большие требования, я бы сказал, больше надо отдавать именно обуви. Почему? Потому что чаще всего отморожение получается именно сначала пальцы ног отмораживаются, потом уже пальцы рук и открытые части тела. Почему? Потому что, как правило, всегда ноги немножко подпотевают. А раз подпотевает, и не дай бог, если тесная обувь, и она не очень утеплена, то понятно, что отморожение получить очень быстро. Очень быстро. Почему? Потому что это уже особенности, скажем так, кровообращения нижних конечностей. Это из-за этого. Александр Алексеевич, есть много народных методов и способов при обморожении и переохлаждении. Какие из них не работают? Может быть, какие-то работают? Очень такое, скажем так, ошибочное мнение, что нужно выпить спиртного. Народное средство такое, да? Категорически не рекомендую. По двум причинам. Во-первых, при одной из действий алкоголя это очень резкое расширение периферических сосудов. То есть усиливается теплоотдача. Сразу. Теплопродукция остается практически на том же уровне, а теплоотдача резко усиливается. И вот это ощущение тепла, которое очень обманчиво.
Вот. Нам и так надо беречь свое тепло, а тут еще тепло наоборот уходит. Вот. И поэтому вот этот как бы народный способ согреться, он тут вообще категорически неприемлем. Есть и другая очень такая серьезная причина, почему нельзя спиртное употреблять. Это потеря контроля. Вот. Самооценка сразу начинает снижаться, и человек не может, скажем так, осознать всю степень серьезности вот этого отморожения и холодовой травмы. Кажется, море по колено, а на самом деле все гораздо серьезнее. Второй метод довольно часто тоже используют, не знаю почему, отмороженные участки начинают растирать снегом. Нельзя этого делать. Во-первых, и так уже этот участок ткани охлажден, переохлажден, скажем так, да, и мы еще снегом еще усугубляем, еще больше понижаем температуру. Вот это первое. И второе, то, что снег имеет кристаллическую структуру, и при таком интенсивном растирании пораженного участка снегом просто-напросто мы делаем такие мощные микроссадины, которые являются воротами для инфекции. То есть это вторая причина, почему нельзя использовать. Что еще? Водой растирать. Водой растирать, мочить вообще на холоде кожу нельзя. Почему? Потому что даже если мы это будем делать теплой водой на морозе, вода обладает очень хорошей теплопроводностью, и поэтому разогревать или растирать водой пораженные участки тоже нельзя, потому что будет усугубляться состояние, то есть охлаждение ткани будет еще быстрее происходить. Поэтому мочить кожу на морозе ни в коем случае нельзя. Мы наоборот стараемся, чтобы все было сухо. А маслом? Другое народное средство рекомендуют там смазать пораженные участки, когда уже отмороженные участки, рекомендуют смазать или жиром, или маслом. Категорически тоже нельзя. В качестве профилактики другой раз делает, что вот, например, детям, прежде чем выйти на улицу, там щечки помажут там кремом или там помажут жиром каким-то, чтобы не отморозить там щечки или там носик не отморозить. Это лишнее. Это лишнее. А отмороженные участки, которые уже получили отморожение, их вообще категорически нельзя мазать. Ни маслом, ни жиром, ничем таким мазать нельзя. Тогда что делать, если обморожение и переохлаждение все-таки произошло? Ну и как оценить состояние себя и человека в такой ситуации? Во-первых, если вы идете с товарищем, или там две подруги идут, друг на друга посматривать. Особенно это при таких хороших, сильных морозах. Минус 30, минус 40. Открытые участки тела очень быстро можно, буквально несколько минут достаточно, чтобы получить отморожение. Поэтому друг на друга поглядывать, смотреть, что не побелел там нос, не побелела там щека. И друг на друга поставить. Что делать в таких случаях, если мы замечаем легкое разминание теплой ладошечкой? Ни в коем случае интенсивного растирания не должно быть. Почему? Потому что, во-первых, сами сосудики уже там хрупкие, они настолько спазмированы, что они уже... Почему у нас белеет, предположим, щека, почему белеет нос? Не потому, что она в ледышку превратилась, а потому что там просто стаз произошел, то есть кровь там не циркулирует. Вот из-за этого получается, что белая у нас щека, белый нос, там, белое ухо, что мы отморозили. Поэтому интенсивное растирание, оно только усугубляет состояние. В дальнейшем потом вызывает некротические состояния. Легкое разминание теплой ладошечкой можно не растирать, именно, а разминать. Вот такие теплые. Можно теплой тканью какой-нибудь растирать то же самое. И все. Больше в принципе делать ничего. Ну и конечно же закрыть. То есть не подвергать повторно ткани воздействию низких температур, потому что при повторном воздействии отморожение происходит намного быстрее. Там уже рефлекторно идет спазм артериол, и поэтому отморожение получаем очень довольно быстро. Беречь надо те ткани, которые уже у нас отморожены. Ну, мы уже говорили по поводу одежды, то, что выбирать нужно одежду, соответственно, обувь обязательно, ходить в перчаточках. И по поводу перчаток. Простые ХБшные перчатки, они не предохраняют от отморожений. А вот, например, на меху или шерстяные перчаточки, а если они еще не однослойные,
это другое дело. Просто ХБшные перчатки, они не предохраняют от... А лучше вообще, наверное, варежки, чтобы пальцы были вместе. Варежки хорошо, да, варежки хорошо. Сейчас много в различных современных вот магазинах продают варежки, которые сверху ветростойкие, которые, опять же, непромокаемые, а внутри они тепленькие. Это вот довольно так оправданно, вот такие варежки. Если пришел домой и понимаешь, что что-то не так, как определить степень обморожения или переохлаждения? Отморожение, так же как и при ожогах, она имеет 4 степени. 4 степени отморожения. Первая степень отморожения, когда что чувствует человек, например, вот руки начинают замерзать. В первую очередь легкое такое покалывание. Сначала чувство холода. Да, действительно холодно, руки мерзнут. Если мы берем про руки, говорим, вот, чувство холода. Потом начинается чувство покалывания. Потом начинается онемение. Вот, и прекращается вообще чувствительность. Да. Если вовремя заметить эти симптомы и прекратить воздействие холода дальнейшее, то эта, скажем так, стадия, она обратима. То есть идет восстановление буквально там 3, 5, 6 дней, вот, и восстановление происходит. Но еще раз повторюсь, что повторное воздействие холода, оно уже будет более коротким, поэтому надо иметь. При второй степени, то есть мы не получаем каких-то таких некротических изменений при первой степени травмы. При второй степени там уже получаются такие состояния, когда при отогревании мы можем поставить диагноз отморожения ту или иную степень только после того, как человека завели в тепло, и по прошествии там 3 дня, 4 дня мы можем... Потому что непосредственно в момент замерзания на холоде мы ничего не увидим. То есть если это пальчики, то они как были, такие есть. Так они побелели, вот и все тогда. А глубину всю мы не можем поставить степень. Только при... Когда человек уже зашел в помещение, на 2-3 день мы уже можем определить действительно степень его. При второй степени появляются пузыри, наполненные прозрачной жидкостью. Вот это уже вторая степень. Здесь уже лечение происходит гораздо дольше. И если не произошло инфицирование, если оказана квалифицированная помощь, то, в принципе, осложнений тоже никаких не будет. Через 15-20, скажем так, через месяц происходит заживление. Так, да? Гораздо хуже, когда уже после отогревания на 3-4 день видим пузыри, наполненные багровой жидкостью, кровянистой жидкостью. Это уже 3-я степень. Это уже более глубокая степень, и она, как правило, уже инфицироваться начинает. И заживление происходит как бы вторичным натяжением. Тут уже немножко заживление происходит гораздо дольше. И вплоть даже до приходится даже некоторые мягкие ткани приходится даже, скажем так, хирургическим способом удалять. Да? Ну, я уже не говорю про 4-ю степень, когда происходит очень глубокое отморожение, вплоть до костей. Там уже заканчивается ампутацией. Или фаланги, или пальцы, или другое разрушение. В зависимости от того, насколько произошло поражение. Так вот. Но еще раз повторяю, что в момент непосредственно на холоде мы не можем поставить степень отморожения. Но мы можем почувствовать, что да, действительно начали руки мерзнуть, начали покалывать, начали пощипывание, боли появляются, а потом вообще боль прекращается. Вот это мы можем заметить. И как можно раньше мы должны, конечно, с такого пострадавшего или самим тоже, если это у нас происходит, зайти в тепло. В городе это гораздо проще. Зайти в магазин, в любой там, какое заведение общественное, где можно отогреться, ну и дальше продолжить свой путь дальше. Я вот еще для себя хотела уточнить. Вот все-таки, если мы пошли с ребенком погуляли, обморозились, я прихожу домой, понимаю, что у нее травма, мне нужно врача вызывать или я дома это лечу? Что касается детей. У детей кожа более чувствительна к низким температурам. Почему? Потому что у детей еще не настолько, скажем так, вот сформировалась терморегуляция. И поэтому дети гораздо быстрее получают отморожение, в отличие от взрослых. Если действительно ребенок зашел, и вы видите, что вот не то, что-то у него, с ручки он там жалуется, что боли начинаются в руках,
вы уже можете заподозрить, что даже не обязательно у ребенка, это и у взрослого человека, вы можете заподозрить, что уже он получил отморожение. Ну, будем на примере брать вот наши руки и пальцы тогда. Что нельзя делать? Любое отморожение нельзя отогревать очень быстро. Это считается очень грубой ошибкой. Во-первых, отморожение это, я уже говорил, что это есть спазм артериолы, и поэтому нарушено там кровообращение. Кровообращения в этой конечности нету. И если мы начнем интенсивно согревать поверхностные слои кожи, как бы мы отогреем, у них уже вроде бы как начнется обменный процесс, а кровоснабжения пока еще нету. И поэтому мы получаем просто-напросто некроз, вот и все. Поэтому быстрое согревание, будь то в теплой горячей воде, будь то интенсивное растирание или любым другим теплом, интенсивное согревание запрещено, нельзя. Надо отогревать очень медленно, не спеша. Гораздо проще просто сделать укутывание, хорошее укутывание, слой ваты, марля, опять слой ваты. Сверху можно это пленочкой прикрыть или любой там клееночкой. И вот таким вот образом, то есть нужно добиваться того, чтобы согревание шло изнутри. Это самый хороший, самый эффективный и причем уже такой доказанный учеными способ оказания первой помощи при отморожениях. Вот. Еще раз повторю, никаких очень быстрых согреваний не должно быть, никаких. Именно такое постепенно. Ну и, конечно, обильное сладкое питье, горячее питье, хорошо покормить этого человека. Ребенок, кстати, ребенка тоже накормить хорошо, напоить его сладеньким. Вот это самый такой эффективный способ. То есть он зашел уже в тепло, и мы начинаем конечности это укутываем их, и чтобы тепло согревалось изнутри. Вот так. Восстановление происходит гораздо быстрее. Вот такие основные, скажем, методы согревания. И если вы отправляете ребенка гулять на улицу в морозную погоду, вы должны контролировать, что, во-первых, время должно быть ограничено, его нахождение на морозе. Соответственно, одежда должна быть, щечки, носик должны быть прикрыты шарфом. Вот, или там сейчас очень модно вот эти бафы, трубы, которые очень хорошо, удобная. Вроде бы и тонкая ткань, но эффект от них очень хороший. Если вы идете с ребенком на более длительную такую прогулочку, то берите с собой термос, чтобы потом можно было согреться горячим чаем там, или еще вот таким образом. Вот, что-нибудь сладенькое такое брать с собой. Это довольно так тоже оправданно при длительных таких прогулках. У детей вторая, третья степень не встречаются обморожения. Если они, дети, то постоянно под контролем, скажем так. Вот. Да. Да, это больше взрослых да, касается, но взрослые там у пожилых людей тоже они более подвержены отморожениям. Почему? Это в силу того, что у пожилых людей уже идет, скажем так, нарушение кровообращения как общее, может быть, так и местные нарушения. В зависимости от различных заболеваний, вот, то сахарный диабет, то даже гипертоническая болезнь, а это все сосудистые, связано с заболеванием сосудов. Поэтому у пожилых людей более подвержены ткани воздействию холода. Александр Алексеевич, последний вопрос у меня. Какие еще опасности поджидают жителей Коми зимой на улице? Но вообще я всегда говорю, что в наших краях главная беда все же не голод, не жажда, а вот именно холод. Даже в летнее время люди получают, в летнее, в осеннее, при плюсовых температурах получают замерзание вплоть до летальных исходов. В нашей практике, в нашей работе уже не единожды приходилось действительно вот так вот находить людей, замерзших прямо насмерть. Другой раз даже вроде человек не пьющий, не курящий, ну вот настолько он переутомился, настолько устал, что просто присел отдохнуть немножко и уснул. И уснул, а температура где-то плюс 7 такая погода была, вот, сырая погода. Ну, понятно, что переохлаждение наступило такое, что вообще переохлаждение очень тяжелая травма, конечно. И скажем так, выхаживать таких, ну, скажем так, пострадавших довольно очень тяжело. Часто бывает, что просто не выхаживают. Хотя вроде человек еще живой, вроде там что-то говорит, он так, но травмы такие серьезные, настолько, что для организма это очень, очень тяжелая травма. Организм не справляется с этой травмой. Александр Алексеевич, в заключение давайте пожелаем нашим читателям что-нибудь, чтобы эта зима прошла безопасно. Что мне хочется пожелать нашим читателям, слушателям, то, что
Ну, надо беречь себя, беречь своих близких. Впереди у нас новогодние праздники. Мы, как обычно, выходим на улицу, гуляем. Ну и понятно, что нужно одеваться, соответственно, погоде. Хорошо у нас вот эти годы, пока были такие довольно теплые дни. Да? Но кто его знает, как у нас будет в этом году. Если будет мороз, то понятно, что нужно будет уже, соответственно, и одеваться тоже. Ну и хочется, конечно, предупредить, что раз мы выходим на улицу, то в отношении спиртного надо быть немножко поосторожнее, потому что действительно большинство бед у нас происходит вот по вине, скажем так, вот спиртного. А может по вине, да, по вине самих людей, то что вот они, скажем, злоупотребляют этим и, соответственно, получают в ответ различные травмы, в том числе и холодовую травму тоже. В том числе. Да. Ну а нашим спасателям, которые 27 декабря у нас День спасателя, хочу пожелать, чтобы у них как можно меньше было работы.